Вообще картина документальная, но в ней есть 16 игровых эпизодов, вставки в фильм, то есть он перемешан с документальными кадрами, с кадрами жизни документальными. Поедем там в Печору, в Оренбург, в Байтуган Самарской области, в Арск. Но внутри будут эпизоды его жизни, потому что жизнь его была очень сложной, драматичной. С 1908 года по 1992 год будут эти вставки. Человек прожил очень сложную жизнь, фактически весь век 20 прошел перед его глазами. Он в детстве потерял родителей, притом не по своей вине. Он сидел в лагерях немецких, он был в Печоре, в сталинских лагерях. И только в 54 года он написал свою знаменитую книгу, создал Алюбу. И нам эта история показалась очень интересной, потому что вроде бы за этой маленькой книгой, которую знают все татары, все по ней учились, оказалось, скрывалась такая гигантская киноистория. И мы стремимся, чтобы не просто был документальный фильм такой простенький, чтобы фактура была, видите, вот у нас американский солдат сегодня есть, у нас будут и немецкие солдаты, у нас будет 1932 год поступления в институт. То есть фактуру его жизни просто фотографию не раскрыть. Поэтому мы решили снимать постановочные планы. Это очень тяжело, это очень сложно, это очень дорого на самом деле. По технологиям снимается полностью как кино. Вы видите здесь камера Алекса, и свет, и оператор у нас Александр Родин прекрасный из Москвы приехал, и постановщики, художник-постановщик Ильгизар Хасанов. Его многие знают у нас в Татарстане. Алясян Хаджиев, художник по костюмам. Аня Ахтямова, тоже художник, вообще художник-постановщик и по декорациям. У нас много людей задействовано, которые, я надеюсь, что будет достойная картинка. И Эмиль Талипов снимается. И самое главное, в этом фильме снимается, мы сделали такой оригинальный ход. Я очень волновался. Снимается родная внучка Салея Вагизова. Она тоже не актриса, но она играет одну из главных ролей. Она будет саму себя играть? Саму себя? Она играет бабушку. Они очень похожи, и я решил так сделать, потому что в ней есть некая энергетика, фактура того, во-первых, своих родственников, а во-вторых, мне кажется, надо немножко отбить театральных актеров, по моему мнению. Она дает такой некий шарм документальности. И играет она очень даже неплохо, боюсь сглазить. То есть она играет бабушку Салея, а не Да, нет, она играет свою бабушку. Свою, то есть жену Салея, да. Жену Салея Рамзелю Валитову, Вагизову. Вообще, она тоже, у нее очень сложная судьба. Она родилась в очень богатой семье, золотопромышленников Башкирии. Родилась она в городе Стерлитамак. И так получилось, что она тоже осталась в подростковом возрасте одна. У нее умерли все родственники, она осталась в интернате. И вот две судьбы одинокие встретились. И это для нас тоже очень важно, чтобы ее сыграла актриса, так скажем, которая знает эту судьбу и сердцем чувствует. Да, мне показалась история именно этого человека интересной. Я год назад зашел в Арск просто в музей Алюбы. И мне рассказали эту историю, я запомнил ее. А дальше так получилось, что даже очень просто, именно Марат Годович Ахметов, которому рассказали эту историю, поддержал нас. Поддержал. Не было каких-то сложностей. То есть люди понимали значимость этого фильма. Показать, во-первых, у нас очень много авторского кино, а есть целый пласт фильмов, которые нужно снимать, таких интересных личностей, героических личностей Татарстана. И должна быть целая система, мне кажется, раскрыть это направление в нашем кино. У нас же фильм о Тукае снято, и о многих тоже деятелей не снято. Но первая попытка. Он интересен тем, что о нем никто ничего не знает. Это такой снаряд, который прилетит в школу, и это расскажет детям. Это очень важно. Хронометраж небольшой, где-то 35-40 минут. Мы должны уместиться в классический урок школы. И мы хотим просто динамичнее это сделать, чтобы это было зрелищно. Поэтому у нас по договору окончания апрель месяца 2025 года. Мне бы хотелось снять картины, которые я чувствую, что они нужны нашему народу, нужны нашим зрителям, нужны нам и мне лично.